Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. Его вклад в развитие югостинской науки и остинского языка бесспорен. В столице прошли мероприятия к вековому юбилею академика Нафи Джусойта. В борьбе с последствиями снегопада возникла необходимость в дополнительной технике. В Цхинвальском районе предприняты все меры для полноценного дорожного сообщения. Очередные успехи наших гимнасток. Они стали победителями и призерами республиканских соревнований в Северной Осетии. Сегодня вековой юбилей видного ученого, академика Нафи Джусойта. К памятнику патриарха остинской литературы возложены цветы и венки. В церемонии возложения в Национальном пантеоне приняли участие представители научного сообщества, общественность, руководство республики во главе с президентом Аланом Гаглоевым. Сегодня в столетие выдающегося ученого Нафи Джусойта к его могиле были возложены цветы и венки. В церемонии возложения приняли участие представители научной и творческой интеллигенции, общественности, члены правительства, парламента. Отдать дань памяти и уважения академику пришел и президент Алан Гаглоев. По словам Роберта Гаглойта, Нафи Григорьевич всегда уважительно относился ко всем своим коллегам. Со всеми был приветлив. Он много работал и оставил богатое наследие. Когда уходят такие личности, как Нафи, это всегда невосполнимая утрата не только для научного сообщества, но и всего народа, сказал Гаглойта. Министерство Кавказом Юго-Мексикское, Юг-Цинг, Орфадмурто, Код Зона де Кусайна, Фалакод, Адамон, Поэт, Адамон, Фессайк, Цинг Бира, Охостатеодис, Кавказа, Цинг-Зинга, Поэтима, Фессетима. Мана Омохо, Дуэлон, Размарохтом, конференции. Связано с Дагестаном, это Расулгом Затовиме, фактически я ученица, я сутаяхи, а вы рано хоскут, то ценгля сукнука зазохто. Но фил я счастье, я кой хоскут. Профессор Зоя Битарта много лет проработала с Нафи Григорьевичем. Он всегда давал ценные советы, которые актуальны по сей день. Консультант Visszagyodi mogudi, nyika ode kenene zui, jemez bohatattam mezachtofta keneme névdele, kene hala baz megezelne, husztekke avarta. Ja fiszente, szadák zuja. مثلا هفته منم خورس هفته من صابیدون چینگو تکارستم ود منن مسیرک در کنسولتانت و دیسوی ما خنیو در چی داری تشینگو تارس در باتم بلیوستم نمیتونم فزرتم زغم زیبره اوی خداگس خود تفرینزک Катар энциклопедик сарстон уйри доктору ди энциклопедиен дар дуватому ама христамоти сарста бёзертала уйри доктор дар хавюди сарста ма активун лексика ироне ма англисагр уйри доктор дар хавюдис не астыркостным бакут астырхостным бакут. Он был талантлив во всех жанрах литературы, и лишь немногие могли так красиво описывать красоту природы, как Нафи Григорьевич отметил Мелитон Газиев. Poezii, proză, dramaturgii, talmatskenën, ofta kritike derstej, monografi të fësër, Nafi i berc, i restëgjë.
Виберц монографите ничин фстану ерш казана гавин флдерст фала вирастажви сайро гвироид монографите фс ومدرتن زنگونده فلا کدا دایماک کد فسکافته در بیرزورنی ما کدا دایما گفته در نافید خیس بیرزورن. Нафи Джусойте родился 27 февраля 1925 года в селе Херде Сардзауского района. Окончил исторический факультет Юго-Осетинского пединститута. В 1953 году успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему Кустахи Тагуров и русская литература. Нафи Джусойт – автор более 400 научных работ, среди них 12 монографий. Он признанный знаток осетинской литературы и фольклора. Анжела Кокоева, Оксана Джиоева, Рауль Кочев, Зарина Таттаева. Информационный выпуск сегодня. К вековому юбилею патриарха остинской литературы Нафи Джусойта в научно-исследовательском институте проведена конференция. Заслушаны доклады о жизни и научном наследии академика Нафи Григорьевича. Отмечен неоценимый вклад ученого в развитие юго-остинской науки и остинского языка. Мероприятия, приуроченные к столетию Нафи Джусойта в республике, будут проводиться и впредь. К столетнему юбилею выдающегося ученого Нафи Джусойта в научно-исследовательском институте состоялась конференция. В ней приняли участие представители научной и творческой интеллигенции. Были подготовлены доклады о жизни, творчестве и научном наследии академика Нафи Григорьевича. Открылась конференция выступлением директора научного учреждения Роберта Гаглойте. Он отметил огромный вклад Джусойта в развитие осетинской науки и осетинского языка. Мастер художественного слова, его труды широко издавались. Нафи Джусойта заявил о себе не только как поэт и писатель, отметил в своем выступлении Мелитон Казиев. По его словам, величие Нафи не ограничивается только поэзией. В работе конференции в онлайн-формате приняли участие представители научного сообщества Дагестана. Талантливый драматург и литературный критик дружил со многими поэтами и писателями Северного Кавказа. Мне очень приятно сегодня видеть вас вот это через это маленькое окошко онлайн, большую Осетию, Южную Осетию с широкой душой, с необъятной любовью и дружбой. Я вот сейчас с удовольствием поздравляю вас с вашим словом, поздравляю вас с именно вот днем рождения, вековой юбилей вашего слова, вашего микрофона, паспорта юго-осетинского народа, вашей слезы, вашей улыбки, вашего горя, вашей радости, Нафи Джусойты. В рамках программы конференции с докладом о жизни и творчестве Нафи выступила старший научный сотрудник Алла Бязрова. Кандидат филологических наук Инал Тибилов также представил работу на тему о русскоязычной публицистике Нафи Джусойте. Нафи роман федалтетуг. Ама кайзагне кавы яфазент рухсмавдис стер кайтарун готтак я авторен. Ватмс оказак проблемата у историон эцагад ама невафт динады аранных. Исследования поэта Серго Плиты касались его научных работ и творчества. Он также охарактеризовал его как личность. اگر راجع به من زبن اما زونا بفندقل نافیزون دخواستم دونیم بار نادای سارد دومن زینت دفسته در زهسته نافین تا یکودت نفست برگه زنه آبون فانتازی اما فیدن ریالون زیناد انباس زیناد نگدوجه اربالاود ارسویناک صوت راور زونا دونغلای رازالها بستونای ایر تستا آدایما چینک کسک زونادون کوسک اما اسفل استادون آرخایک نرما بالس سفیدن زمان نودسته وم افزردسته نافی لنبنک بامبارنن سلختوتا. Директор научного института Роберт Гаглойте отметил, что мероприятия, приуроченные к празднованию столетия Нафи Джусойте в республиканском масштабе, планируется провести в День осетинского языка.
Оксана Джуева, Заур Рустаев, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. За годы деятельности в качестве главы Республики Адыгея Мурат Кумпилов зарекомендовал себя компетентным, ответственным и принципиальным руководителем, а республика добилась впечатляющих успехов в развитии. Об этом говорится в поздравлении Алана Гаглоева Кумпилову в связи с днем его рождения. Хотел бы отметить ваш вклад в развитие и укрепление отношений дружбы и сотрудничества между Южной Осетией и Адыгеей. Уверен, что с вашим личным участием двустороннее взаимодействие будет иметь прекрасную перспективу, отметил президент. Гаглоев пожелал Кумпилову крепкого здоровья и неиссякаемой энергии для воплощения в жизнь всех намеченных планов. В районах республики продолжают устранять последствия снегопада. В Цхинвальском, к примеру, возникла необходимость в дополнительной технике. Накануне все силы ЖКХ были брошены на расчистку дорог, и сельчане не оказались отрезанными от внешнего мира. Но сильный ветер быстро образовал новые снежные заносы. Сегодня работа продолжилась. Коммунальные службы стараются максимально охватить уборкой дороги для беспрепятственного проезда автотранспорта. Анжела Кукоева с подробностями. Затруднения в обеспечении транспортной доступности после обильного снегопада возникли в Цхинвальском районе. Здесь отметили нехватку снегоуборочной техники. Сейчас сложно проехать в села Залда, Андис, Джерс, Свер, Ортев и прилегающие к ним небольшие деревни. Главы сельских администраций представили информацию в районную администрацию, после чего было принято решение о привлечении дополнительной техники. Техника нам из иведеница на данный момент ивгредив на Цхинвальский район куси ивгредив. Инната стараться канам меснанimot канам бойдем техника шемена фандактан срдаканам итхи. Ошмит воренк бойдет давать значит all cash сельсовит мадар хишене фажртон. То есть еще шолдар сельсовит cash тасте отдалённита. На постоянно цен бойде митр ворен мацен зенжинята вей фандагл. На семена хасканга самне неудис офта. Значит, митвор на куфалаво падайне срдакенджестам. Кубабун домбо фарошестам, штабу фаладом миткот тер фалаофтадом цене срдакенджестам. Значит, джере направление на мис наемный техника. Дороги к селам Зар и Дампалит были расчищены, однако сильный ветер быстро образовал новые снежные заносы. По этой причине районная администрация приняла решение отложить работы по расчистке снега до установления более благоприятных погодных условий. И сегодня с наступлением солнечной погоды работы были возобновлены. Zorma da rošli obun tehnika, zorma fastana učena jumni tehnika. Bohrstom srdakane, zolda sfer ondis učena направление лошади нахигредир. Значит, обун боку шесте дуга направление. Золда сфер ondis, зорай рбофат канджени седма, домполитма. Домполит йошевджени монастырдан. Макот суспевот кано, хафтар бохиженис коште қаврдан дар, мордон қаврдан дар хафтар. سوسپر فکر کنید صفات خوب مگسکل اون من بدی و عذاب شد کنه گریدیر تختار بدی که آبون شالفت خمی آبون سروشستم و تا سوم در فستم نکست دکتر رو کنجستم زال دست ویرای سری باروجستم من گریدیر سیشستم میه و چگن تو نور نپرابلینی خود ما زار خود ما کروز نپرابلینی لور بیچستم. Основные усилия сосредоточены на расчистке дорог в селах Джерс, Зарк, Вернит, Залда, Дампалит и Монастырь. Снегопад не столь сильно повлиял на населенные пункты, расположенные в непосредственной близости от города Цхинвал. Цунар направление Цунар, домени Сатихар, удунан шуфты шауата фандакта республиканский значение канан имацам дорожник такасенч. Ма хауду фарше уше кавтайва терсари борваем бойдам дорожник те фарше. Дожи мена зоре куискуттун. Зор югнен сари борваем бойдам. Стейна тато хофта нахи фарастай кусым бойдам. Районная администрация заверила население, что дорожное сообщение со всеми населенными пунктами будет полностью восстановлено к концу текущей недели. Анжела Кукоева, Аида Кочева, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня. 80-летие победы в Великой Отечественной войне в этом году будут широко отмечать как в России, так и в Южной Осетии. В Осетии нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная. Огромную лепту в борьбу с фашизмом внес и югостинский народ, к сожалению, ценой тысячи искалеченных судеб. Многие потеряли своих близких и родных. Эльвира Тебилова расскажет о 4 братьях Бедоевых, ушедших на фронт.
В Южной Осетии не найдется ни одной семьи, кого не затронула бы Великая Отечественная война. Ни одного дома, из которого на фронт не отправился бы член семьи. В семье Бедоевых также хранят память. На фронт из этого дома в далеком 1941 году отправились 4 брата, и лишь одному суждено было вернуться. Пирус, Алексей, Шалико и Давид внесли свой вклад в дело победы над фашистской Германией. Ertaze vsadofasi se poroze to hastovd ozudi hazoran tema. Hadun se porna destema UNZ abunu disama moc doit hastma. Fala sa se porda osudste borgia ofta Alexander spesagade wadwi sardore kusto amma zargamo tsufala widom tsitazulu tstonko tkomar laul. Все братья один за другим ушли на фронт. Отец Ванды Габуевой, Давид, служил в рядах советской армии в разведывательном отделе десантного батальона, когда началась Великая Отечественная. За все время службы на его счету было 1000 прыжков с парашютом. Давид получил ранение, был инвалидом 1 степени. Именно ему удалось выжить и вернуться на родину. Архивным документам установлено, что Давид Иосифович 1922 года рождения проходил службу в отдельном парашютном батальоне разведотдела Закавказского фронта с 24 марта 1943 года. И потом, значит, он был в звании рядовой. Наведи отдельный парашютный разведывательный отдел Закавказского фронта и входил в состав действующей армии. Oftai dödi mäföd. Men nikus kakutta unazagana da yukamita vipat mana midalta itta kurhosta udinta. Odlagani kamita mastofta сдомна никус карканзина нуман мадом столинан хосроту. Пирус и Алексей Бедоевы отправились на фронт практически в одно время. Погибли во время боевых действий в районе Керчи. Однако даже после войны братьев долгое время считали без вести пропавшими. Еще хашилist маум састы немцакта котоку ботортума всех расстреляли, хуивацага напала офта мох санамотом куд барагай фисафт адамел фаластай након фестом подурск малат кешмадарницы дестан нахисастай фитом. Младший из братьев Шалико отправился на фронт вслед за братьями. Перед отправкой он посадил плакучую иву рядом с домом, как обещание вернуться обратно на родину, но его желанию не суждено было сбыться. Шалико служил на Украинском фронте. Он долгое время числился без вести пропавшим, пока в 1983 году его останки не были обнаружены в братской могиле. Спустя 40 лет в украинском городе Золочеве во время прокладки теплотрассы были обнаружены останки советских воинов. Экспертам-криминалистам с трудом удалось восстановить записки, обнаруженные в солдатских медальонах. Лениногорского района, авто уже станация дестема, забахтар наузенди фестиваля, мох казарна бефорстом гонзит кут фестудиофтама, виподия возутом село Мамула Лениногорского района, на Бедоев Шалико Иосифович 1920 года рождения. Она выпадет тельницовтом уцегурат Золочевна, зага мохостам и в смерть госуному. На перезахоронение останков дяди из Цхинвала выехала племянница Шалико Ванда Бедоева. Тогда она повезла с собой горсть родной земли и попросила, чтобы возле обелиска посадили плакучую иву. Ванда Бедоева не может сдержать слезы, вспоминая родных, отца, его братьев и бабушку, которая потеряла 3 сыновей. В памяти тех событий сестра Ванды Рима Бедоева написала рассказ «Плакучая ивушка». Ее работа была удостоена литературной премии. В этом году, отмечая
80-летия Победы мы обязаны вспоминать подвиг каждого, кто отдал жизнь за светлое будущее. Эльвира Тибилова, Александр Кокоев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. Очередные успехи наших гимнасток. Они стали победителями и призерами республиканских соревнований по художественной гимнастике в Северной Осетии. В соревнованиях принимали участие спортсменки сборных команд регионов России. Победители и призеры награждены грамотами, медалями и памятными призами. Агунда Губозова расскажет подробности. На прошедших в Северной Осетии республиканских соревнованиях гимнастки из Южной Осетии показали высокие результаты. Спортивное мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества. В состязаниях принимали участие более 200 сильнейших гимнасток из разных регионов Северокавказского федерального округа. В числе приглашенных и юго-осетинские грации. Они представили новые программы, зрелищные творческие номера с лентами, шарами и булавами не оставили равнодушным никого. По словам тренера Ланы Козаевой, все спортсменки старались показать достойный результат. Им это удалось. Итогами соревнований мы остались довольны. Дети показали хороший результат. Мы привезли 7 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей. Конкуренция была высокая, было сложно детям, морально, физически тоже, но они преодолели свое волнение, смогли показать хороший результат. Мы своими детьми тоже довольны их выступлением, но и это не повод расслабляться, нужно продолжать работать дальше и дальше продолжать наращивать свои успехи. Это традиционные соревнования, и юго-осетинская команда ежегодно принимает в них участие. В этот раз команда смогла поехать только на один день из-за плохих погодных условий. Из 32 заявленных гимнасток на соревнования отправились 21. Часть спортсменок не смогла поехать по причине болезни. Ввиду того, что по республике был объявлен карантин, многие дети у нас болели, не смогли выехать. И групповую команду тоже, к сожалению, не смогли мы вывести на соревнования. У них была подготовлена новая программа. Мы будем продолжать работать и показывать наши результаты в дальнейшем. Хотим сказать слова благодарности нашему руководству в лице нашего директора Ахсара Валерьевича и нашему президенту Федерации Бисаевой Асите Григорьевне за поддержку. К соревнованиям юго-осетинская сборная команда готовилась тщательно. За внешней грацией и эстетикой юных спортсменок стоит большая кропотливая работа и изнурительные тренировки. Но результат того стоит, ведь им в очередной раз удалось пополнить копилку наград новыми трофеями. Я на этих соревнованиях была первый раз. Мне очень понравилось. Я очень старалась хорошо выступать. Я получила 3-е место. Я в следующий раз буду стараться обязательно усерднее и получу обязательно 1-е место. Мне очень понравилось на соревнованиях, я выиграла 1-е место. Остальные девочки мне очень понравилось, были все очень красивые и старались. Соревнования там в Чахат, Азартам Атакфашеди, Махиджаба Храудостом, Афачак, Панатрамбов. Участие в таких масштабных состязаниях – важный этап для всех спортсменок, а особенно для новичков. И сейчас 2 юные грации также были отмечены специальными призами от спонсоров. Я выступала с новой программой, с булавами и с мячом. Мы готовились к соревнованиям очень усердно. Я постаралась, заняла свое 2-е место. Еще меня наградили отдельным призом. Хочу поблагодарить Лану Александровну за то, что она вкладывает в нас много усилий и знаний. Я выступала с мячом и булавами. Булавы я делала 1-й раз. Я осталась довольна своим результатом, я получила 2-е место. Мне соревнования понравились очень сильно, я заняла 2-е место. Я очень старалась не волноваться и выступить хорошо. В юго-осетинскую сборную вошли воспитанницы тренеров Земы Цхавребовой, Зарины Тедеевой и Ланы Козаевой. Впереди у гимнасток далеко идущие планы. Уже идет активная подготовка к новым состязаниям, в том числе к предстоящим всероссийским соревнованиям «Ступенька Олимпа». Агунда Губозова, Алим Бетеев. Информационный выпуск сегодня.
Движение по Транскавказской автомагистрали будет запрещено с 22 часов четверга для всех видов автотранспорта, сообщили в МЧС Южной Осетии. В ведомстве отметили, что ограничения введены в связи с лавиноопасностью и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств. Трасса будет закрыта до особого распоряжения. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике ясно, в Знаурском районе днем +2, ночью -6. В Цавском районе днем нулевая температура, ночью 9 градусов с отметкой минус. В городе Квайса днем -2, ночью -10. В Ленингорском районе днем 1 градус тепла, ночью 6 градусов ниже нуля. В столице республики в Цхинвале днем 1 градус тепла, ночью -8. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.